Даже небольшой уклон может стать непреодолимым препятствием. Сильный гололед тяжелее всего водителям грузовиков. На скользком участке одно неверное действие может привести к опрокидыванию автомобиля. Трасса у нас коварная, новичков не любит, поэтому это чревато заканчивается. Опаснее всего на затяжных подъемах и спусках. Для преодоления препятствий в арсенале каждого дальнобойщика есть цепи для колес и лопаты. В межсезонье без них не обходится ни один рейс. Песчано-гравийный материал и лопата до сих пор остаются лучшим средством в борьбе с гололедом. Дорожники заготавливают его на всех крутых подъемах. Федеральная дорога Лена считается одной из самых сложных в России. Наиболее проблемные участки находятся на севере Амурской области и юге Якутии. Осенью здесь за сутки может выпасть месячная норма осадков, а заморозки, сменяющиеся оттепелями, вынуждают дорожников работать в режиме ЧС. На сегодня подрядной организацией задействовано 76 единиц техники, готовность противогололедного материала 90%. Заготовка ведется, к 1 ноября будет заготовлен материал в полном объеме. Техника также вся на 100% готова. В этом году морозы пришли на 10 дней раньше обычных сроков. Водители не успели сменить летнюю резину на зимнюю. Многих дальнобойщиков зима застала в середине пути. Просто с места съехала туда. Ну, не опрокинулась, потому что маленькая машина, 5-тонная. А если бы такая фура была, уже бы валялась вверх колесами в канаве. Житель высокогорного города Алдан Игорь Склярчук практически не покидает трассу. С помощью своего эвакуатора он помогает водителям, попавшим в беду. Плата за подъем из кювета символическая, кто чем может. Главное – избежать человеческих жертв. Оно всю зиму аварии. Потому что вначале гололед, потом, когда сильный мороз, тоже лед опять. И вот где-то в промежутках, когда снег такой, он еще держит немножко. Об ухудшении погодных условий водителей регулярно предупреждают службы МЧС, но многие дальнобойщики вынуждены продолжать движение в сторону Якутска. Буквально через несколько дней закроется паромная переправа через Лену, а это значит, что дорогостоящий товар может на несколько месяцев застрять в пути. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков, Вести, Якутия.